Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам расклад на неделю 6 по 12 января 2020 года для водолеев. Рассмотрим сферы отношений, работы, финансов, достанем карту совета. И сегодня расклад делаем на цыганском оракуле. Первая карта для тех водолеев, которые уже в паре. Здесь выпадает карта ученого. Дальше карта для тех, кто ищет партнера. Выпадает карта радость. Теперь для работы выпадает карта противника. Для тех, кто ищет работу, выпадает карта свадьбы. И для финансов выпадает карта солдат. Смотрите, как напряженно неделя выглядит, да? Вот для тех, кто в отношениях находится, выпадает карта ученый, и она говорит о том, что, скорее всего, вам придется, может быть, искать какую-то дополнительную информацию для того, чтобы в отношениях у вас все было благополучно. Возможно, даже, может быть, придется учиться понимать друг друга, учиться коммуникациям для того, чтобы у вас не было никаких проблем во взаимопонимании. Кроме того, карта говорит о том, что, может быть, кто-то из партнеров действительно будет поступать на обучение или, может быть, будет продолжать учиться. Да? То есть здесь вот действительно есть возможность работы с какой-то информацией. Кроме того, может быть, вы какие-то решаете вопросы, связанные с отношениями, с семьей, да, может быть, с недвижимостью. И здесь вот как раз вот есть возможность собрать информацию для того, чтобы сделать какой-то правильный выбор. Может быть, вы выбираете, там, допустим, жилье, да, или, может быть, выбираете соответствующий банк для ипотеки или еще какого-то рода информация, которая вам будет очень важна. Кроме того, карта ученого говорит о том, что вы можете опираться на свой опыт, который уже у вас есть в отношениях, для того, чтобы не совершать ошибок, да, то есть вы можете, в принципе, очень мудро подходить к отношениям для того, чтобы у вас все действительно было в порядке. Если же есть какие-то недопонимания, да, можно действительно помириться, если воспользоваться чьим-то мудрым советом. А теперь для тех водолеев, которые ищут партнера, выпадает карта радости, и она говорит о том, что есть возможность знакомства, и причем это знакомство не с одним человеком, да, есть возможность познакомиться с несколькими людьми, и это будут действительно приятные знакомства, может быть, они будут такие легкие, пока что отношения поверхностные, но жизнь дальше покажет, стоит ли вам их развивать в более такие серьезные, да, но в любом случае вы будете очень рады общению на этой неделе. Теперь водолеи, работа. Здесь выпадает карта противника, и здесь могут быть действительно какие-то сложности, связанные с деятельностью. Либо здесь конкуренция, да, конкуренты, которые пытаются что-то, допустим, у вас ну, как бы присмотреть для себя, взять, да. Здесь, может быть, есть просто в коллективе какие-то люди, которые пытаются вас подсидеть, как-то навредить вам, да, или, может быть, воспользоваться какой-то ситуацией любой, да, чтобы как-то вас, ну, может быть, ну, воспользоваться ситуацией для того, чтобы себя поставить, допустим, там, на ваше место, да, или еще что-то такое. В общем, какая-то есть опасность, что кто-то может вам навредить именно на работе, в деятельности. Это может быть, в принципе, не обязательно делом, да, это может быть какая-то критика, какие-то неприятные слова, это могут быть слухи и сплетни и так далее, да, то есть может быть, даже вы не ожидаете от этого человека. Вот здесь вот нарисован у нас человек, который из-за дерева выглядывает, то есть навстречу идет человек, который даже и не думает, что его там кто-то подстерегает, да, то есть он прячется, он не хочет быть узнанным и проявится в самый неподходящий момент. То есть вот это нужно учитывать, конечно. В принципе, еще карта может в иносказательном смысле говорить о том, чтобы мы не были противниками сами себе, чтобы мы обязательно
очень внимательно относились к своей работе, проверяли документы, защищали как-то свой труд, да, какую-то безопасность создавали и так далее. То есть здесь вот просто можно еще постараться себя обезопасить, чтобы и не возникало никаких ситуаций, связанных с конкурентами или с людьми, которые могут нам навредить. А теперь для тех водолеев, которые ищут работу, выпадает карта «Свадьба». Здесь она может выступать как заключение договора, либо как получение нужной информации. Может быть, кто-то вас сведет с нужными людьми или будет вашим как бы помощником, да, вашим протеже. То есть будет вас продвигать, представлять кому-то и так далее. То есть есть возможность действительно либо понять, что вы хотите, да, в этой сфере, то есть какую именно работу хотите, и найти всю нужную информацию, либо даже уже заключить договор, и здесь вот есть возможность помощью чьей-то воспользоваться, да, человека, который действительно может вас продвинуть каким-то образом, помочь вам. А теперь для водолеев финансы. Здесь выпадает карта «Солдат», и она тоже говорит о том, что у вас должны быть цели в финансах, которые вам помогут, ну, во-первых, скопить достаточно денег для недвижимости, допустим, или еще для каких-то своих целей. Вот здесь вот на заднем плане у нас изображены дома, город, да, то есть здесь вот вполне цели могут быть связаны с недвижимостью. То есть вам обязательно нужны какие-то такие серьезные, важные цели для того, чтобы деньги у вас копились, собирались. А кроме того, эта карта может говорить и о защите, то есть нужно защищать свои финансы и стараться и, ну, как бы не давать лишней информации о них, раз, если это защита от других людей, либо защищать от самих себя, от своих необдуманных действий, да, когда мы бесцельно можем тратить деньги направо и налево, а потом сожалеть, что как бы ничего серьезного не купили, да, а денег нет. То есть вот так еще может быть эта неделя проигрываться с финансами. В общем, цели очень желательны. Теперь совет от карт для водолеев. Выпадает карта письма. Но опять же, вот очень важна информация на этой неделе. В принципе, скорее всего, она к вам придет даже. Вам самое главное ее заметить, придать ей значение, да, она может вам, эта информация, сослужить очень хорошую службу и в отношениях, и в работе, и в финансах, да, то есть смотрите, у вас это общий совет, и здесь именно письмо, да, письмо это как бы оно говорит о том, что очень важны будут слова, которые мы говорим, или там тексты, которые мы читаем. И любая случайная информация, которая попадает к нам в руки, даже может быть какая-то неожиданная или которая вызывает наш протест, все-таки нужно дать себе время изучить этот вопрос, потому что действительно что-то может для вас быть очень ценное. Да, может каким-то образом для вас эта информация расширять ваши горизонты. Вот здесь у нас на картинке нарисовано окно. Да? Окно – это всегда возможность как бы расширить свое видение, да, какие-то возможности получить. Тем более стол тоже на этой картинке нарисован. То есть все, что связано у нас с деятельностью, с домом, да, вот где у нас стол участвует, да, вот везде есть возможность какого-то улучшения вот благодаря полученной информации. То есть нельзя ни в коем случае пропустить какое-то важное сообщение на этой неделе. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю самого прекрасного настроения, хорошего времяпровождения в кругу ваших близких и друзей. Всего вам доброго, до новых встреч!